А был ли матч договорным? Чеченская команда «Терек» сыграла в гостях в Екатеринбурге с местным «Уралом» с разгромным счетом 4-1. Журналисты уже окрестили этот матч главным стыдом осени. Странные замены, автоголы, забитые футболистами «Урала» в свои ворота, а главное – сумасшедшие коэффициенты в букмекерских конторах. Уже во время игры коэффициенты ставок на победу Терека резко упали, но чеченская команда обыграла «Урал». Причем именно эти две команды уже оказывались в подобной ситуации в прошлом году. В прокуратуру уже недавно, подано заявление с просьбой проверить матч. Отреагировать вынужден был и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко. Он заявил, что это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Посмотрим этот матч со всех сторон. Оба клуба ни вверх, ни вниз. Они не вылетают. У них-то в чем интерес может быть? Это я не понимаю. Реакция со стороны Терека жестче. Клуб требует отстранить от эфиров комментатора матча Тимура Журавеля, который сказал, что впечатление встречи оставило грустно и позволил себе намек: у старых грехов длинные тени. В прошлом сезоне болельщики подозревали, что Терек специально уступил «Уралу», чтобы последний удержался в премьер-лиге. А теперь некоторые считают, что екатеринбуржцы таким образом вернули долг. Мы готовим официальное письмо телеканалу Матч ТВ, чтобы этого специалиста, который комментировал матч, больше к матчам, по крайней мере с участием Терека, не привлекали. Кто комментировал? Зовут его никто. Так и напишите. За Журавеля уже вступились коллеги. Дмитрий Губерниев назвал его блестящим журналистом-комментатором. Очень многие высказались в Твиттере, пишут, что претензии в адрес Журавеля – это претензии в адрес всех, кто не согласен молчать. Вот Юрий Дудь просто написал: «Я Тимур Журавель». Один из основных доводов в пользу версии о договорном матче – это букмекерские котировки, о которых я говорил. Коэффициент на победу Терека падал прямо по ходу встречи, хотя сами букмекеры ничего странного в этом не увидели. В целом по игре Терек был намного предпочтительнее, команда играла намного увереннее. Опять-таки кадровый состав, кадровые проблемы были у «Урала. В воротах был Дмитрий Арабов, это не основной голкипер команды, также получил травму Георгий Чантурия, не было основного форварда Павлюченко. Вот что все эти факторы, они привели к тому, что действительно мы несколько переоценили шансы Терека, оценили их несколько более высоко. Опять-таки повторюсь, я бы не назвал это изменение существенным. Шансы в начала матча были 50%. После того, как Терек смог забить гол, шансы стали 60%, 62%. Соответственно, и котировки, они были именно вот такие. Ну, кстати, уже появились претензии и к недавнему матчу Терека с Рубином. Якобы президент грозненского клуба Магомед Даудов заходил в судейскую, и даже Рамзана Кадырова вроде бы видели в подтрибунном помещении. Терек все претензии отвергает, но подозрения в том, что в России играют договорные матчи, они все равно остаются. Как с ними бороться, мы спросили у экс-полковника милиции, преподавателя Российского международного олимпийского университета Анатолия Пескова. Чтобы выявить договорной матч, это очень сложное дело. Это нужно не только смотреть телевизор, но и осуществлять оперативные меры. У нас, к сожалению, договорные матчи в России вообще не выявляются. У нас есть такая статья в Уголовном кодексе, 184-я, борьба с договорными матчами. А какой признак у договорного матча? Вот, например, странные букмекерские ставки, которые прямо во время матча уже изменились настолько, что на победу Терека коэффициент был, уж слишком низкий. Да. Вот в Европе действует система раннего выявления таких матчей договорных. И она и в мире действует. К сожалению, я не знаю, как Россия в этой системе участвует. Похоже, что не участвует, потому что эти не выявляются. Идет достаточно противоречивая информация. Был договорной матч, не было. Определяется поставка, прежде всего, я с вами согласен. Вот. И поэтому договорной матч сегодня считала. Одни эксперты говорят, были ставки, а другой там официальный отцов говорит, что не было ставок. Понимаете, система не работает. Вот в чем проблема. Знаете, что я не понимаю, честно говоря? Я не понимаю, почему вдруг мир перестал быть толерантен к договорным матчам. Если это зрелище, которое болельщикам нравится, и все получают удовольствие. Мы не говорим про этот последний матч, который стал поводом для этого разговора. Ну и все довольны, все побегали по полю, были острые моменты, и как-то закончился футбол с каким-то счетом. Какая разница, кто о чем договорился? Вы знаете, но на самом деле это очень серьезная международная проблема. Это не только проблема России.
И в 2004 году специальная конвенция принята по борьбе с договорными матчами. Называется она «С манипулированиями результатами спортивных соревнований». Но вот недавно я был в Лионе, в штаб-квартире Интерпола. Мы обсуждали проблему безопасности спортивных мероприятий. И, к своему удивлению, узнал, говорю, а как же действует эта конвенция? Вот Россия не ратифицировала ее, хотя у нас чемпионат мира, на мой взгляд, мы должны первые ратифицировать ее. Оказывается, всего 2 страны только ратифицировали. Я задаю представителю европейского органа соответствующий вопрос. А почему, собственно говоря, так медленно идет ратификация? А мне говорят, вы знаете, там Португалия, Испания, они не могут договориться о понятиях. Странно все это. На самом деле за договорным матчем стоит серьезная организованная преступность. И я уверен, она есть и в Российской Федерации. Это букмекерские конторы, игорный бизнес, договорный матч, это все взаимосвязано. Центр находится в Юго-Восточной Азии. Я вот беседовал по этой проблеме с начальником безопасности ФИФА. Интерпол занимается активно этими проблемами. Понимаете? И очень трудно их выявлять. Чтобы выявить договорной матч, нужно, у нас есть такой термин полицейский, оперативная разработка. Нужно долго прослушать, долго следить за человеком. Вот в России ни одного человека не выявлено. В прошлом году и позапрошлом году. В истории с скандалами, связанными с договорными матчами, и вообще со скандалами в футболе, связана команда Терек. Это потому, что какая-то команда особенная, надо к этому по-другому относиться и сразу быть начеку, когда она выступает? Да нет, я не думаю, что Терек какая-то особая команда. Связана это с личностью, наверное, Кадырова, с тем, что ты представляет Чеченскую Республику. Тут присутствует тоже тот же самый политический фактор. Но вы говорите, что нужны посадки, да, то есть нужно наказать людей, которые организовывают... Да. Как вы себе представляете описательный портрет человека, который в этом виновен? Я вам приведу несколько примеров на выбор. Сотрудник букмекерской конторы, тренер, арбитр и футболист, хозяин клуба, министр спорта Мутко. Кто? Кто из этих людей? Больше всех? Министра спорта. Ну почему нет? Он в некотором смысле к РФС человек не последний, да? Прям скажем. Ну это организованная преступность. Что такое организованная преступность? Это как раз связь. Я бы назвал, вы знаете, кого первого? Футбольных агентов. Вот вы их не назвали, сейчас они называются футбольными посредниками. Окей. Да. Вот. Назвал бы, да, руководителей, собственников, тренеров, отдельных игроков. Назвал бы представителей организованной преступности, которые вмешиваются в этот футбол, имеют деньги, дивиденды, в том числе в российском футболе. Я написал научные статьи по этому поводу, они опубликованы. Да, это все имеет место. Мы видим, к сожалению, такую тенденцию плохую в мире, когда вот эти спецслужбы не вмешиваются в спорт, и политики пытаются спорт поставить на как бы собственные интересы. И это не только проблема России, как пытаются представить. Это проблема Соединенных Штатов, это проблема западноевропейских стран. Это везде. Это мы знаем, да, это мы видим. Это всегда было и есть. Это мы видим по последним даже наказания, Тимур, я с вами согласен. Наказывать каленым железом выжигать надо. И у нас, и у вас это. Это общая проблема. Спасибо. Анатолий Песков, преподаватель Российского международного олимпийского университета, о каленом железе в спорте в студии настоящего времени. Спасибо.